где и сколько нас? Перепись населения – это как возможность заглянуть в зеркало, узнать больше о нас самих. Ее результаты дадут информацию не только о численности и национальной составляющей, но и о качестве жизни. Как и в предыдущем столетии, у граждан будет возможность ответить на 30 вопросов, которые касаются не только занятости, образования и уровня дохода, но и условий проживания. Эти данные станут основой для планирования культурных, социальных и экономических программ на будущее десятилетия. На едином сайте переписи населения России можно узнать о всех подробностях подготовки и проведения переписи. Вот у нас осталось 316 дней до начала переписи. Росстат ведет активные работы, чтобы предстоящая перепись 2020 года была полной. Она же будет отличаться от предыдущей рядом новшеств. А в Ингушетии в прошлом месяце проведена актуализация адресных данных. Были выявлено значительное количество неучтенных массивов, то есть вплоть даже улиц, которые не были у нас зарегистрированы, нет их на картографическом материале и не было их в системе ФИАС. Были исключено много объектов, которые уже отсутствуют, то есть либо снесены, либо повтор идет ошибочный. И мы всю эту работу до сих пор проводим, актуализацию этой базы по итогам регистраторского обхода. По словам экспертов, современные технологии нового десятилетия значительно повлияют на качество переписи. Впервые можно будет переписаться онлайн на сайте госуслуг, заполнив анкету за себя и своих домочадцев. Однако код о прохождении онлайн-анкетирования необходимо будет показать переписчикам. Если у него нет желания общаться с переписчиком, то когда к нему придет переписчик, а переписчик должен обязательно прийти по любым адресам, он просто называет ему этот код, который он получил, и уже фиксируется, что он прошел перепись. Это не только первая цифровая перепись, но и последняя бумажная. Традиционный обход, как и прежде, остается. Только проводить перепись населения переписчики будут с помощью планшетов. Информация будет поступать в режиме реального времени. Всего в регионе будет около 1000 переписчиков, за каждым из которых закрепят 550 домов. Переписчиком населения может стать и любой гражданин от 18 лет, который, конечно, будет отвечать ряду требований. Чтобы мог настроить на такую доверительную беседу опрашиваемое лицо. То есть он должен быть немного психологом, сдержанным, соответственно, я уже не буду говорить о том, что он должен быть опрятным внешне и так далее. Все эти качества должны учитываться. Плюс к этому он должен уметь обладать навыками владения IT-технологиями, то есть работа будет проводиться на планшетных компьютерах. Набирать переписчиков будут через центры занятости, учебные заведения и другие организации. Также желающий может сам обратиться в Северокавказстат в Магасе. По словам руководителя, основной акцент будут делать на студентах. Для удобства передвижения переписчиков на их планшетах будут установлены цифровые карты. Сейчас над региональной картой работают специалисты, привлеченные к подготовке переписи. После регистраторского обхода мы начали актуализировать списки в программном обеспечении АСВП. После завершения актуализации списка нам необходимо привязать все имеющие дома в карте в АСВП. Для этого мы после регистраторского обхода вот эти дома привязываем по улицам. И таким образом у нас формируется карт-материал. Позаботились и о тех, кто не хочет принимать у себя дома переписчиков или не особо дружит с технологиями, но желает принять участие в переписи. Эти граждане могут воспользоваться третьим способом – заполнить анкету на специальных стационарных участках. В отличие от некоторых стран, перепись в России добровольная. Согласно Конституции, человек имеет право отказаться. Однако Росстат проводит информационные кампании, различные мероприятия и конкурсы с целью донести важность переписи для дальнейшего развития региона. Есть административный ресурс. То есть административные источники – это те книги по хозяйственному учету и электронные, там есть и Лотос, и ФИАС, где они зарегистрированы. Соответственно, на основании этих административных ресурсов мы и проводим перепись. Поэтому неучтенным практически никто не остается.
«Великое государство не может без учета населения жить», говорила Екатерина II. Единственная всеобщая перепись населения Российской империи, учрежденная Николаем II, была проведена в 1897 году. Переписной лист содержал 14 вопросов: возраст, брачное состояние, сословие, место рождения, вероисповедание, ремесло, должность, служба. Именно в этой переписи и указал Николай II в графе «Род занятий» хозяин земли русской. Много представителей русской интеллигенции стали добровольными участниками переписи, были награждены медалями. Среди них был и Антон Павлович Чехов. А на этой полке в Северокавказстате в Магасе разместились 11 томов об итогах переписи 2010 года. Здесь зафиксированы и результаты по Ингушетии. Найдем Республика Ингушетия, 133 страница, таблица 2. Так, по итогам предыдущей переписи население республики составило 412 529 человек. Из них 184 560 мужчины, 227 969 женщин. После окончания последней переписи в 2010 году был проведен опрос россиян, согласно которому 20% опрошенных приняли участие в переписи опосредованно. 65% заявили, что были опрошены лично. А доля тех, кто совсем не был переписан, составила 10%. Однако представители Росстата заявили, что ошибки прошлого уже учтены. Следующая всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Ее предварительные итоги будут известны в первом полугодии 2021 года, окончательные в 2022. Диана Дударова, Асхаб Илакиев, Майрбек Миржоев, Новости 24.